Сохранение экологии – неотъемлемая часть философии Кумтора. Кумтор демонстрирует пример ответственной компании, которая уделяет особое внимание сохранению экологии в масштабах всей республики. Компания внедряет инновационные методы переработки материалов, таких как использование старых шин. В Токмаке начал функционировать в тестовом режиме не имеющий аналогов в Кыргызстане завод по переработке шин. По поручению руководства страны наладить переработку шин. Первое, сортируем, что можем восстановить. Старый протектор полностью отшероховать, убрать и нанести новый протектор. Второй этап – это то, что не можем восстановить, уходит в переработку. В резиновую крошку, в текстильный корд и в металлический корд. Планируем вообще в масштабе всей страны и восстановление даже не только для нашей страны, а для Казахстана, для России, Таджикистана, Узбекистана. Это первые наши заключенные внешние контракты с авиаперевозчиками, которые указывают на значимость этого проекта. Да, видите, мы еще не начали перерабатывать, а уже получаем первый контракт, за который получаем денежное вознаграждение за переработку шин. Неправильная утилизация старых покрышек – одна из острых экологических проблем в Кыргызстане. Не секрет, что старые шины наносят существенный химический вред нашей природе. Новое предприятие позволит переработать изношенные шины, которые ранее могли бы стать причиной загрязнения экологии. По запатентованной немецкой технологии шины перерабатываются и преобразуются в новые продукты. Завод предполагает около 180 рабочих мест. Вы видите станок по делению крупногабаритных шин на мелкие сегменты. Дальше эти сегменты поступают в шредер и перерабатываются в крошку, делятся на различные фракции. Это вот шредер номер 1, шредер номер 2. Здесь делится уже на шредер 3-4, после которых начинается отсечение. Отсечение металла от резины непосредственно от, как я говорил ранее, да, вот здесь можно увидеть высоколегированную очищенную сталь, из которой в дальнейшем можно делать технологические какие-то детали. Делится на фракции. Почему данное оборудование было выбрано именно российского производства? Потому что шины у нас имеются как металлоаккорд, так и текстильные шины. Европейское оборудование подразумевает под собой только переработку металлокордовых шин. Здесь это крупная фракция крошки. Оно идет на подложку различных сельхозхозяйств. Мелкая крошка, она идет как подложка к футбольным полям. Также из нее можно делать бесшовные детские площадки, которые менее травмоопасные. И самое мелкое – это у нас пыль. Из нее на сегодня Timberling изготавливает подошву и делают обувь. Что, я думаю, как конечный продукт тоже очень выгодный для нашей страны, так как у нас большое производство местной обуви. Это резиновая крошка, текстиль, прессованный металл. Когда завод выйдет на полную мощность, будет перерабатывать до 2 тонн старой резины в час. Также восстанавливать 2000 крупногабаритных и 8000 средне- и легкогабаритных шин в год. Завод улучшит эффективность закрытого акционерного общества Кумтор Gold Company, сокращая затраты на 30-40% на замену шин, создавая новые источники дохода и новые рабочие места. Данный проект призван к реализации в целях получения эффективной экономии крупногабаритных шин, также шин для средней, малой, спецтехники, также горной техники. Это вообще изначально часть железобетонного завода. Оно имело в своем составе блоки: производственный блок номер 1 порядка 5000 квадратов, производственный блок номер 2 порядка 2000 квадратов, административно-бытовое здание, которое способно вместить в себя весь административный состав и также обеспечить бытовые помещения для сотрудников и работников завода. На обучение в Германию были направлены от нашей стороны команда, там порядка 15 человек. Которые на сегодняшний день получили квалификацию по ремонту крупногабаритных шин. И сейчас мы уже начинаем получать оборудование, которое в дальнейшем будет установлено в этом цеху. Вы увидите, уже начинает приходить. И мы начнем работать по восстановлению шин. В данном цеху сейчас у нас уложен
производственный топпинговый пол, особо прочный, для того, чтобы перемещать тяжелые грузы, в том числе крупногабаритные шины, ездить на спецтехнике, на погрузчиках, на любой крупногабаритной технике, которая может сюда заехать. Мы имеем здесь 5 крановых балок, которые сейчас находятся на реконструкции и в том числе на модернизации, переводятся на пульты управления полностью. Сейчас наши подрядчики занимаются монтажом ограждающих конструкций и светопрозрачных систем. Это предприятие станет основой для развития экологически ответственной промышленности в стране. Kumtor Gold Company стремится к тому, чтобы этот проект стал успешным примером переработки и утилизации отходов в горнодобывающей отрасли, способствуя сохранению нашей планеты.